Я хочу представить специального докладчика Организации Объединенных Наций по пыткам господина Хуана Мендеса. И, как я уже говорил, он сегодня завершает свой первый визит в Республику Таджикистан. И мне бы уже сразу хотелось бы предоставить слово господину Хуану Мендесу. Он озвучит свою информацию, а после этого мы, наверное, перейдем к вашим вопросам. Thank you very much. I want to thank all of you for being here. And I also want to thank Iskandar for making it possible to have this press conference. I am completing my mission to Tajikistan today, and I made my briefing to the government. На предыдущем брифинге, когда мы встречались утром, он дал оценку на самом деле о том, что по его первоначальным, это не окончательно, первоначальным, все, что связано с пытками, она идет на предварительно, то есть до вынесения судебного решения. То есть и даже когда он встречался с осужденным, об этом и шла речь. چند سال قبل در مورد 88 کدکس مرافعه جنایی تاجیکستان یک تغییرات مهم وارد شد که اطلاع طریق شکنجه به دست آورده نباید در آن مرحله مرافعه دادگاهی استفاده شود. این موافق با قوانین بین المللی است. اما نگرانی من از این است که این ماده در تاجیکستان هیچگاه استفاده نشده است. ما از مقامات تاجیکستان درخواست کردیم که یگان پرونده مورد استفاده قرار گرفتن این ماده را پیشنهاد کنند، اما موفق نشدیم. У него была возможность встретиться со всеми жертвами пыток, которые ведут именно правозащитные организации. Нужно отметить, что порой он работал до 10:30. Я живой свидетель того, что они общались с каждой жертвой. Пыток очень длительное именно время, и то внимание, которое он уделил каждой жертве пыток, по крайней мере, для них это вселило надежду, что те или иные вопросы он поставит перед президентом Республики Таджикистан, перед государственными органами. И также мы надеемся, что после его отчета те дела, которые находятся на стадии именно приостановления или же уголовного расследования, они более эффективно начнут именно расследовать. По крайней мере, и у родственников, и у нас такие ожидания.